Здравствуйте, меня зовут Хусайнова Шахноз, я студентка 4-го курса факультета русской филологии Кулябского государственного университета имени Абдулла Рудаки. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Я вас любил». Я вас любил, любовь еще, быть может. В душе моей угасла не совсем, но пусть оно вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил, безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, когда и вам Бог, любимый, быть другим. Хорошо. Произведение Михаила Юрьевича Лермонтова назови? Лермонтова я знаю стихотворение и еще поэму «Мицри». Отрывок. Поэма «Мицри». Да. Какого жанра? Это поэма. Поэма. Хорошо. Прочитайте, пожалуйста, отрывок из «Мицри». Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем? Угрюм и одинок, грозой оторванный листок. Я у себя не находил не только милых душ, могил. Сейчас. Вы тут написали, что вы выучили наизусть стихотворение Абая. И сколько учился, 6 Это список подготовила. Узбекский писатель, да? Какой писатель? Узбекский, Абай. Он казахский? Казахский. Ну, я Ну-ка, стихотворение расскажите, и сколько учился. здесь я написала для там городского уровня. Я еще не выучила, я просто все то, что собрала, да. Я 49 стихотворений, до 49 я знаю. Да. Переводчиком лирики Ивана Алексеевича Бунина, да? Вот, Митина любовь. назови. Митина любовь — это повесть я прочитала. Здесь говорится о Марии и, ну, как сказать, о безответной любви. То есть он любит, поначалу это взаимно, но в конце девушка разлюбит его потому что мальчик вот много ревнует, это ей достает уже. Поэтому он совершает самоубийство из-за любви. Назовите произведение Михаила Александровича Шелихова. Судьба человека. Это жанр какой? Это рассказ. Это рассказ. Да, рассказ, но очень большой рассказ. Ну, еще какие произведения знаете? Роман. Роман «Тихий дон» Шолохова есть. Тихий дом. дом, да? Да, «Тихий дон» очень большое произведение. А герой, назовись герой. Я не до конца прочитала это. Главный герой. Шолохова я прочитала не «Тихий дон», а там есть «Судьба человека» рассказ. Кто в «Судьбе человека» главный герой? Главный герой — это Андрей Соколов. И его сын Андрей, Андрюша, он погибает в конце. Ванюшка. Нет, Ванюшка — это тот сирота, который он встречает в конце рассказа. В роли героев выступает Андрей Соколов и Ваня. Да. Так, назовите писателей советского периода 50-х, 80-х годов. Советского Союза. Здесь Чингиз Айтматов.
советская литература — это Чингиз Айтматов, Абай, Надира, Уайси, Машраб. Вот эти. Еще Отар Челадзе, Распутин. Тоже представитель деревенской прозы. Нодар Думбадзе. Василий Шукшин. Шукшин, А да? вы стихотворение Рамида на таджикском получили? Рамида, да. На таджикском? Да. Ну, прочти. نمیدانم چی میخواهم خدایا به دنبال چی میگردم شب و روز چی میخواهد دلی خسته ای من چرا افسرده است این قلب پرسوز ز جمع آشنایان میگریزم به کنج میروم آرام و خاموش نگاهم غوطه‌ور از تیرگی ها به آهنگ دل خود میدهم گوش Фрух Фарухзод — это иранский. Да, иранская поэтесса. А из произведений нашей поэтессы Гулюксов, что Это нет в нашей номинации. Да. вот кто является основоположником классической советской литературы? Классической советской литературы. Русский. Русский — это Александр Сергеевич Пушкин. Советский Пушкин. Нет. Основоположник русской советской литературы. Алексей Максимович Горький. Горький. Президент назовите. Горький мать я прочитала, и еще Максим Горький, Макар Чудра. Еще есть там произведение. Какое? Старуха из Ригель, да, из 4 рассказов она состоит. Да. Главная героиня — это... Там, я считаю, что героиня главная. Это мать. Мать Павла. Павла Власова. И... Как зовут мать Павла Власова? Пелагея Ниловна, да? Ниловна, да. Какую жертву она делает ради своего сына? Что она делает? Это героиня. Вы сказали, что она главная. Да, у него был только один сын в жизни, и она все делала ради него, несмотря на законы. Она брала письма, которые нельзя было другим показывать, тайные письма там, и потихоньку она собрала все и раздавала людям. Из-за этого ее бьют насмерть. Каким людям она раздавала? Кому нужны были вот эти рисунки, которые... Честным людям, которым нужна была правда. Вот вы в вашем списке есть такой произведение «Митина любовь». Митина любовь Ивана Бунина, я уже рассказала сюжет, по-моему. Да, здесь идет речь о любви. Поначалу это взаимная любовь, но когда девушка Мария, вот Маша, когда уезжает за город, она становится другой, и парень ее очень сильно ревнует, потому что она любит танцевать, и не хочет, чтобы она вышла на сцену, что... По-моему, в республиканском конкурсе очень огромное внимание уделяется произведениям Чингиза Айтматова. Да, материнское поле. Айтматов — это писатель какого? Это писатель киргизского народа. Какие его произведения знаете? Я знаю повесть «Материнское поле». Да, знаю. Кто является Главной героиней является Кто вас подготовил? Шарипова Адина Мопирназаровна. Да. Кишанос, шмо атадабет чомони, атадабет Шекспир. Там в списке у меня все написано. Вот в Гамлете Шекспира. Да. Трагедия. Это трагедия, да. О чем идет речь? Кто является героем? А, Как заканчивается? Вот как
трагедия заканчивается так, что Гамлет показывает на сцене, что случилось с им отцом, и все это видят и мать со своим любовником, то есть дядей Гамлета, хотят убить Гамлета, и вот в конце трагедии они все погибают. Man kam xondaga hozir man xondam Farruxzod man xondam boz dastras kardam asabki Furug'i Farruxzod man dastras kardam boz beshtar نه امریکا لاتینی خوندگی هستم، فرانسه، ایتالیا خوندگی هستم، اما همش رو با زبان روسی دسترس کرده خوندگی هستم، با زبان ترکی کمتر دشوارتر هست. Это арабского. Март Венда. Да, я читала. В принципе, Ниши, да, я прочитала, там написано, по-моему. Ладно. Хотя бы вот самых известных, Александр Дюма, Оноре де Бальзак, Жорж Симонов. Такие самые главные люди. Там у меня написано, просто это все на русском. Да, я прочитала, но все на русском. Это не только русские поэты. Да, да.